Прошу всех встать. Оглашается результативная часть решения. Именем Кыргызской Республики решение Конституционного суда Кыргызской Республики о проверке конституционности нормативного положения части 2 статьи 5, выраженного словами «за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего закона и статьи 6 закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии в связи с обращением Арыкова Тимура Жеңишбековича, представляющего интересы общественного объединения правозащитное движение Бир-Дүйнө Кыргызстан, Алмазбекова Тилека Алмазбековича, Куатбекова Кутмана Бахтыбековича, 17 января 2024 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бобукеевой, Душеева, Джулдошевой, Хасымалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретаре Талайбекове с участием обращающейся стороны Исмаиловой Тулякан Асаналиевны, директор общественного объединения правозащитное движение Бир-Дүйнө Кыргызстан, Арыкова Тимура Жеңишбековича, представляющего интересы общественного объединения правозащитное движение Бир-Дүйнө Кыргызстан по доверенности, Алмазбекова Тилека Алмазбековича, стороны ответчика Сыранова Самата Кыштыбековича, постоянного представителя Джорку Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде, третьих лиц Молдобаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики, Джаманкулова Азамата Маратовича, представителя Министерства юстиции Кыргызской Республики по доверенности, Аджибаева Фархата Буркановича, представителя Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики по доверенности. Руководствуясь частями 1-2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности нормативного положения части 2 статьи 5, выраженного словами «за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего закона» и статьи 6 закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики. Поводом к рассмотрению данного дела явились ходатайства Арыкова, представляющего интересы общественного объединения правозащитное движение Бир-Дүйнө Кыргызстан, Алмазбекова и Куатбекова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции оспариваемые нормы. Заслушав информацию судьи докладчика Хасмалиева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы дела, выслушав мнение третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2 частями 4 и 5 статьи 97 Конституции, статьями 48, 49, 52, 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил признать нормативное положение части 2 статьи 5, выраженное словами «за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего закона» и статью 6 закона о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики, не противоречащими части 2 статьи 10, частям 1-2 статьи 32, части 1 статьи 33, частям 1-2 статьи 48, части 1 статьи 63 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда Кыргызской Республики и вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Принимая данное решение, Конституционный суд учел ряд важных моментов. Первое. Недостаточно корректная формулировка самой статьи, оспариваемой статьи. Этого недостаточно для того, чтобы признать саму норму, противоречащей Конституции. Конституционный суд признает, что цензура на самом деле это негативное явление, которое, скажем так, негативно, в общем-то, влияет на демократические процессы в любом государстве. В то же время содержание самих оспариваемых норм, они не противоречат тем ограничениям,
которые допускаются с точки зрения Конституции. Вот поэтому Конституционный суд пришел к этому выводу. Что касается процедур, которые были урегулированы положением, утвержденным постановлением правительства, это не являлось предметом нашего рассмотрения Конституционного суда. И в большей части ваших доводах, я имею в виду заявителей, усматриваются это проблемы на самом деле правоприменительной практики и практики работы государственных органов, что не может никак в данном случае влиять на принятие решения о конституционности того или иного нормы права. Есть вопросы? Вам понятно решение? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.